Информационная программа «Вести Кудым Карвилиштианг» от студии Андрина Батуева, Бур-Рыд, Таун выпускан. Юсинский район участвует в программе «Инициативное бюджетирование Вермисакык проекта». Пенсионеры по началу черты пенсии из Лыдина Мэтпов. 249 муниципальных образований Коласичкадна участвуют на инициативное бюджетирование краевой программы. Юсинский район пересвермищезан Лыда. Район Зоротана как инициативный проект. Юсвеж культура районная Керку Гагарич площадка благоустроитаса. Проект «Сельский парк культуры и отдыха в селе Юсьва». Пырис проект победителя Зланлыда. Ани культура Керкуш директор мечтала, что на село он буршачан место, когда бы пользуючи спросом, и лоис территория Лангордоскин, абуни еныш саин. На территории, прилегающей к нашему районному дому культуры, хотелось бы, чтобы у нас асфальтированная площадка была. Ну, практически 1750 квадратных метров здесь будет. Для чего это надо? Во-первых, проводить крупномасштабные культурно-массовые мероприятия районного уровня, краевого там, и так далее. Значит, чтобы детки у нас тут могли и покататься на роликовых коньках, и на скейтборде. То есть у нас планируется здесь сделать и Wi-Fi точку, чтобы был бесплатный интернет. Люди как-то общались, это сейчас модно среди молодежи особенно. То есть также, в принципе, мало мобильной группы у нас. То есть это инвалиды и колясочники, и с ограниченной возможностью, чтобы могли здесь быть, играть. Руслан Меметов боштис инициатива Аскиеза и классе контролирует НБДС плана пыртам уджез. Пустая неман неточена площадка, кытанчулал НБДС районное мероприятие из селолун Немлун и бытко движалуннез, нач вежас ащис чужим. Эмидия и эмаш финансез, каднашок мис актыны отершань и соттис край. С западной и северной стороны у нас будут красивые скамейки в классическом стиле. Значит, соответственно, будут фонари, также классика. Интересные продумали мы урны, какие у нас будут. Будут высажены деревья. Я думаю, что это либо липы, либо сосны будут. Что еще хотелось? Да, два арт-объекта здесь мы хотим создать. Сначала будут проведены работы по укладке асфальта прямо от границ самого здания РДК, ну и, соответственно, практически до забора. Финансирование у нас 2 миллиона 700 тысяч рублей предусмотрено. Парковая зона висытасы, лышытасы, благоустроитасы и бычамшытасы. Уджешу клублан директор пондычасы луныш лунвыла. Ежели быдыс лышалас и шогмас, того не юсьва анлоас культурный шотчищем понда сельский парк. И не только сия, инициативно юсинса вермиса краин эшетик проектан, кытан не агижиса каток елищ. Наш проект – это «Мой каток». Значит, хотелось построить новый каток, был старый, в деревянном исполнении. Значит, когда был построен наш «Спарт», значит, следующий год был построен каток. То есть с тех времен, с 93-го года, он уже не ремонтировался. То есть в этом году у нас будет новый каток, борта пластиковые будут, столбы новое освещение новое будет. Территорию «Спарта» будем озеленять, поставим скамеечки. Ну и в будущем на плане, вот, может быть, следующий год все-таки у нас получится дальше развивать эту тему спортивную и здесь построить несколько спортивных площадок. Это универсальная баскетбольная, волейбольная площадка, беговая дорожка вокруг хоккейной коробки и площадка для варткрафта. Это вот где рукоходы, уличные тренажеры, турники. Катоклан обустройство вылало освидя миллион да куим щощим да с куим 1000, 1 373. И уталашетана не место. Кычо проектлан автор это чередлан и уна мортезла мечта. Медникарынни, а село ширын бур каток вылын, да бесплатный, а слачный конек кез вылын. Размеры катка стандартные, 56 метров на 28. В «Спарте» нет хоккейной команды, но вот в этом году, если все хорошо, все получится, то хотелось бы, конечно, открыть группу хоккеистов. Начнем, конечно, с маленьких. Желание очень огромное. Хочешь, чтобы все виды спорта развивались одинаково, чтобы были мы успешны во всех видах спорта, в хоккее в том числе.
Инициативное бюджетирование программы «Ащерты как проект» было добровольное пожертвование зюсим сощетиса нееча. Парк и каток была этласа сумма экшизбур. Только олищезлан желание щетис возможность керны район Буржикан, нежели сия им. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Ленинский олище сиджа гижа благоустройство щерты проект. Им проблема, когда бы отер сучетана. Кладбище находится в одном безобразном состоянии. Вот старое кладбище я вот проходил, смотрел, там лесоповал идет. И некому вот эти лесной массив чистить, вывозить даже. Кресты поваленные, кладбище зарастает. Если новое кладбище взять, выше нового кладбища, там проезд, можно сказать, автомобильная дорога, канавы. Я думаю, вот это надо безобразие прекратить, поставить заборчик, часовню. Если по этому проекту работать, 1 рубль, собранный от населения, 9 рублей государство платит. Все эти денежки, я думаю, пойдут на благоустройство этого кладбища. Боря месяца за пожары с округом Содиса мыло сочемлан причинан. Это елищ оджлань. Того шагожем йона жар лунне звала кати эзвал богат пожары с шогмисо уна. Только боря как месяц коста сочемезлан лыд вуджис дас саяс. За июнь-июль 2017 года на территории Коми-Пермяцкого округа произошло 19 пожаров, при которых погибло 2 человека, травмировано 4 человека. При тушении пожаров спасено 11 человек. Основными причинами явились нарушение или неисправность электрооборудования, неправильная эксплуатация печей, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. Шогмыну умаль сермас быд морткат, это оланыныш семья, сычымца тоже извечищ. Не гайдара нима улица вылишкеркун олище злаколо отцет. Погорелица златуя отцавна не только материальная, но и уджан. Лащетны керку ковща сдыр, сен неравнодушные из вермасолокны отсачны. Пожарные скоро на отера словно зев внимательные зен, и пырщиньины гор, труба да провод кашерын. В летний период населению рекомендуется подготавливать свои печи в частных домах к эксплуатации в зимний период. Необходимо очистить дымоходы, необходимо подготовить предтопочные листы. Размеры предтопочного листа не должны быть меньше 50 на 70 сантиметров. Также необходимо посмотреть прогары в чердачном помещении. Возможно, там разрушение трубы. Необходимо побелить печь внутри дома. Было бы не лишним проверить состояние электропроводки. Кудымкарский район иш прудынчуть эзвая челядь. Оцет влолокце доброволецес, кадна кыскиса ван воеммеса. Спасибо за то, что 2 девочки остались живы. Июльлич да скватет лун министр дынын экшеммез, аны каштылына кыч мед страшный да шекыт асланыс и челядь оланын. Йогван вермишогмына быльнай курыт шог. Несчастный случай невна эзмыр дегык нылочкалыш олан. Там смотрим, и уже у ребенка голова как поплавок уже. Ну, крикнул племяннику, говорю, беги, я следом. Все, побросали. Вот он вытащил самую маленькую ребенка, а за старшую уже она уже под водой была. Пришлось уже понырять там за ней. Вот ближе к берегу уже, с ней уже подплывал, вот уже подбежали товарищи, вытащили. Быдас обстоятельстве скаднаилыш ыны округлан юралышла вишташина добровольный спасатель с шогмиса татан Паршкокова деревня дыныш прудвылын. Эстен купачина да Урсана гагариш деревня зиш быдас челядь. Жарлуна нылочка из Лера и Ирина. Да скуим гоча челядь. Муниса сиджа купачина. Мы с утра ходили за ягодами, ездили. Потом вот домой пришли. К ней подружки пришли. Говорит, мама, мы сходим искупаемся. Я говорю, хорошо. Я не знала, что Ирина не умеет плавать. Но там как бы, которые не умеют, вот мелкие дети на пруду возле берега купаются. И мы всю жизнь там купались. Как бы боязни никакой не было, тем более я знала, что у меня дочка плавать умеет. Вот я уехала с ягодами в город. Телефона у меня нету, у нее нету. И как бы уже через
человека, ко мне сестра подошла и сказала, что вот такое случилось. В больницу прибежала, ее только занесли. Ну, это фельдшер со скорой. Выходит уже оттуда. И все хорошо, все, не волнуйтесь, все хорошо. Увезли, говорит, на снимок. Медик не вкалан мам ези думать, что нывы спырасва, купайчины сие эшенякин эзвелет. Вы понимаете, я же вообще не пускала ведь. Она у меня до этого еще просилась, вот жарко. Я говорю, нельзя, говорю, то, что надо только со взрослыми ведь можно. А там, получается, бабушка рядом живет. И я говорю, ладно, сходи, говорю, бабушке, я говорю, только на краю постой, говорю, и все, говорю. Ну, сейчас вот я ей говорю, так она говорит, я говорю, еще будешь, нет, говорит. Испугалась, конечно. Страшно, но я говорю, вообще никому такого не желаю. Виль олан челядлышети саквать морд йогинской сельской поселение, да кудым кариш ол исчез. Быдас валисич, что нылочка зермиса бывайны, но смев отир, а скады локтиса отсетвыла. Конечно, жалко было очень. Мы ревели, откачивали там Леру. Испугались. Ну, там страх у всех был. Очень испугались, когда она вообще синяя была, не дышала. Мы думали, уже все, конец. Ну, к счастью, все обошлось. Да скватет и Юля, Лера и Ирина чужиса медпырищ, как нам семья, юна благодарность мортезла, когда кыскиса не ваищ, и щетиса челядла вилолан. Большую благодарность, огромное спасибо, что возвратили мою дочку к жизни. Если бы их не было рядом, то было бы непоправимо уже. Поэтому им большое спасибо. Остальным всем родителям хочу сказать, чтобы побольше контролировали, что ли, я не знаю, чтобы таких случаев не было. Это даже вот мою спасли, и это очень большое, как бы, горе, не горе, но после этого я спать ночами не могу. Благодарность вещталась и министр Роман Бразгин, Сергей Голев, Денис и Ольга Тупицынез, Максим да Михаил Голевез, необыденно сашуана героезен. Это муртес, когда уцалися челядляшекът ситуациан. Округлан юралиш вали рад пантачны сечем мескат этик пызан сайын. Ваш поступок должен быть пример для других. Жизнь непредсказуема. Мы не знаем, сегодня мы в роли спасающих, завтра, может быть, в роли потерпевших, и самим тоже понадобится помощь. И очень хочется надеяться, что и вы, в свою очередь, также получите своевременную помощь, если вдруг в этом будет острая необходимость. Министр оттялись добровольные спасатели с благодарственное письмо изен. Неки накшем месколасич, конечно, это эзвичищ, кычторячиса отир, не радыш, чтобы дыс помощи сбура. Пенсионный фонд сотрудники скираны челяден уход черти пенсия излишь перерасчет тез. Пенсионеры скадна воспитывайтена и бытта на челяде свермаса гижна заявлению, когда черти кагалан уход вела виджам кат пырас страховой стажа, ищет с пенсия дынасот тет. Пенсионер вправе обратиться с заявлением на включение в страховой стаж периода ухода за ребенком до 1,5 лет или заменить период занятости на период ухода. Каждый полный год ухода за одним ребенком оценится в 1,8 пенсионных балла, за вторым ребенком это 3,6 балла, за третьим и четвертым 5,4. У каждого пенсионера расчет размера пенсии, соответственно, размер повышения будет индивидуальный. В основном это выгодно тем, у кого были низкие заработные платы. Следует иметь в виду, что перерасчет может дать прибавку к пенсии далеко не всем женщинам, имеющим детей. Например, вышедшие на льготную пенсию в результате замены стажа баллами могут потерять право на досрочную пенсию. Перерасчет будет выгоден женщине, у которой данный период совпал с обучением и не был ранее включен в стаж при расчете пенсии. Вполне вероятен вариант, когда перерасчет принесет уменьшение размера пенсии. Для осуществления перерасчета необходимо представить в управлении пенсионного фонда по месту жительства паспорт, свидетельство о рождении детей с отметкой о выдаче им паспорта. Если такой отметки нет, можно вместе со свидетельством о рождении представить любой другой документ, подтверждающий достижение ребенком 1,5 лет, например, аттестат об образовании ребенка или паспорт. Если указанные документы имеются в пенсионном деле, то повторное их представление не требуется. Заявление может быть направлено по почте. В этом случае к нему должны быть приложены нотариально заверенные копии свидетельства о рождении детей и других документов, которых не было в пенсионном деле.
Перерасчет волозаявления туягижны и истины электронная. Судына пункты нотариально заверенные документы злищ копия локны этшем моган пенсионные фонда, пенсионеры зермаса качкачем удобные када. Ограничение заявления гижемын абу. Сичкач челядлан уход черты оформить там пенсионеры злан пенсия злан перерасчет, лептис отир коласын ыджит ажиотаж. Заявители за скоро на гишины прием была отжиг. Звонит на пенсионные фонды. Не то гишины личный кабинет пырят. Культурная мозаика малых городов веселыми конкурсом вермище спонда чулалась стажировка. Место культуры, брендинга и маркетинга локальных территорий. Компермятский этнокультурный центр лен черти проект вермис всероссийской конкурсын кыкищ. Елена и Геннадий Тимченко из благотворительный фонд. Они лошадь из победителя спонда Бур Уджалан площадка. Культуран специалист из муниса стажировка Ярославской области. Мы прежде всего изучили опыт того, как территория формирует привлекательный имидж, привлекательный бренд своей территории для туристов прежде всего, потому что это деньги. Программа «Виджис» образовательно-исследовательский характер, сен экскурсионное место и стажировка участники спонда Бориса туристы с коласын медпопулярные са. Город Углич, деревня Мартынова, Мышкин Немакар, Ярославль и Ростов-Великий. Участники зломычалися успешные и безуспешные проекты с велотисокошен туристический потенциал, кудымкарн культура ищ уджалища злытена мы компримятской округлан сиаси им. Коло только кужно рисует на туристы спонда ащема картина. Нёль лунша программа коли смен карич представители стедвелен медбур каштилемез. Стажировка мычалась мой проектной логика нач простой. Проблема шань решению кошемдена, культурный ресурс шань проектдена, проект шань культурный бренддена. Эд годиш годный, ажа Пырымской крайлом фестивале за Пыром округлан вежалуннез. Мычалана, мой туристический потенциал территориалан ыджит. Коло только кужны уджавны. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Это было менталом БДС велич панташам ашын асыл нас ыкмыс часа. БДС бурса аджишлтадж.